Редактор газеты «Голос Чеченской Республики» Абдулла Вацуев. Мы на своем редакционном УАЗике, так сказать, когда подошли к границу, юридическую границу, так сказать, нынешней Ингушетии и Осетии, это Базоркинский пост или Черменский пост ГАИ. Когда подъехали туда, там были толпы людей со стороны Ингушетии, и дальше непосредственно посту, вот это на развилке дорог, стояла масса войск. Притом тяжелые танки, танкетки, БТРы, это российские войска. И мы, значит, у офицеров подходим, у кого разрешение просить пройти туда. Нам не дают. В общем, в конце концов мы выяснили, что надо разрешение спрашивать у генерала Зайцев, там был такой генерал. Он говорит, туда нельзя, видите, он говорит, взрывы раздаются и так далее. В общем, в конце концов он сдался, говорит, езжайте куда хотите, я за вас не отвечаю. И так. Но в это время там же было телевидение. Телевидение, как выяснилось, осетинское телевидение было. Нам, значит, генерал отказывает, говорит, делайте что хотите, не отвечает. В это время, так сказать, наши коллеги из телевидения Осетии сели в БТР, так сказать, под прикрытием. И мы вслед за этим БТРом поехали. Чермен мы проехали, действительно, в Чермене страшная картина, это жуткая картина просто. По центральной улице, когда едешь справа, слева дома горят, раздаются артиллерийские взрывы, там гранатометы и так далее. Дальше, значит, у нас события как идут. Нам говорили, они, значит, решали проехать Ольгинское, и мы тоже вслед за ними решили проехать. Но нам посоветовали, что номера надо убрать, наши, так сказать, номера машин для безопасности. В общем, мы номера сняли. Вслед за ним поехали Ольгинское. А это через речку находится Ольгинское. Там, значит, осетины с Чермена. На улице толпа, очень большая толпа стояла. И вот там корреспонденты и российские были, и мы, значит. И беседы там происходили. Вот. Во-первых, они, значит, обвиняли во всем ингушей, что исторически ингуши являются ворами по природе своей. Ну и заодно, значит, и что чеченцы такие же. Но они не знают, что я чеченец. Видимо, поэтому говорили тоже и так далее. Но надо сказать правду одну. То, что одна женщина, осетинка, сказала, что она из Назрани бежала, заложница, что ей ингуши помогли из Назрани бежать, что Назрани к беженцам, то есть к заложникам относятся хорошо. Дальше мы узнали, что в Ольгинском находятся заложники, и мы попросили, можно с ними увидеться и так далее. А до сих пор, сколько бы мы ни просили, на заложников нас не пускали. И всегда говорили, это верхи решают, не мы решаем. А какие это верха, неизвестно. Это во Владикавказе надо и так далее. Но мы говорим, у нас есть сведения, что здесь есть заложники. Можем мы... В общем, нас навели рядом здание, по-моему, школа здание было, и там мы зашли, значит, семья, может, не вся семья, но женщины в одной комнате находились, лет 30 женщина, лет 15-16 девушка. Вошли мы, так сказать, в другую комнату, назвали старики. 89 лет одному, другой такого же возраста, два старика, и примерно моего возраста сын, он сказал, что является старика, это Цычоев Аббас, старика звать, что как попал, в общем, он говорит, лучше бы меня расстреляли, чем бы я здесь находился. В этой ситуации произошла, в общем, сцена такая, когда я начал вопросы задавать, там начали об истории говорить, что вот ингуши на этой территории не жили, до 1944 года они всего 20 лет здесь жили, а до этого они не жили и так далее, только советская власть их поселила здесь. Ну, я как историк, я знаю историю, что это далеко от правды. Я начал наводящие вопросы задавать. Видимо, содержание моих вопросов заинтересовало. Говорит, а ты кто такой? Я говорю, я журналист. А по национальности кто? Ну, в этой ситуации надо было раскрыться. Я говорю, я чеченец, редактор газеты такой-то, такой-то. В общем, тогда, которая из души, реакция другая была. В общем, сперва такая пауза пошла. Молчание, а потом говорят, что они к чеченцам неплохо относятся. Это заявили, но с этой минуты, ну я скажу, так сказать, если по-простонародному сказать, то
я заметил там конкретно, когда российские журналисты беседуют с осетинами, особенно с их руководителями, все, но, грубо говоря, им лапшу вешают на уши. По истории особенно. То, что ингуши не жили, там все прочее, это то, что субъективисты, историки осетинские до сих пор, когда вот этот конфликт идет, о том, что ингуши там жили, на самом деле историкам хорошо известно, что это исконно ингушская территория. А когда они узнали, что я чеченец, то, конечно, эту дезинформацию они перестали говорить. При возвращении через Чермен, когда проезжали, значит, был, так сказать, нас колонна обогнала, российские войска, которые контролировали эту центральную улицу, значит, и тот же генерал Зайцев говорит, вам повезло, говорит, я вам говорил, не ездить здесь. Не знаю, говорит, вас обстреливали или нас обстреливали, в общем, из гранатомета стреляли. Потом остановились, там задержали 5 человек. Нам интересно было узнать, задержаны, кто они по национальности. Мы подошли, спрашиваем у них, я спрашиваю у них, голова души, молчат, или души, молчат. Он, значит, я спрашиваю, кто вы такие, кто вы по национальности. В общем, выяснилось, это осетины. У них отобрали гранаты и ружья отобрали. Далее тут же задержали КАМАЗ, полный набитый молодыми людьми, тоже осетинами был набит. И я спрашиваю генерала, кто они такие. Они говорят, без прописки, мы их сейчас задержали, КАМАЗ, мы их отправим в комендатуру. Это, говорят, мародеры. И действительно, в селе никто не жил, горит село, дома горят, все. Это мародеры, мы их отправим. Далее нам открыли БТР, заднюю дверь, и показали. Полный, в общем, там, по моим, я точно не могу сказать, по крайней мере, несколько десятков гранатометов было. Тоже осетины задержаны. Возвращаясь к средствам массовой информации. То, что они с самого первого дня пишут, это стопроцентная дезинформация. Стопроцентно проосетинская дезинформация. Более того, я должен сказать, что вот я позволю себе привести слова Филатова, который возглавляет, начальником является штаба обороны. Выступая по местному телевидению, он, то есть Геннадий Филатов, сказал, что Россия должна защитить своих верных сынов осетин, которые долгие годы верой и правдой служили России. С каждым часом давление на агрессора будет нарастать, заявил генерал. И вот я позволю себе прокомментировать, кто является в данном конфликте в этой войне, прямо скажу, агрессором. Ингуши защищают свои дома, свои жилища, свои села и так далее. В данном случае агрессором является генерал Филатов вместе с его войсками. Должен сказать, кто верно служил России. Когда Ельцина, который ввел чрезвычайное положение в Ингушетии, Осетии, выборы были, ингуши голосовали за Ельцина, а осетины в большинстве своем против голосовали. И теперь ясно, я не буду делать выводы, но я убежден, сейчас уже российские средства массовой информации начинают менять. Правда начинает проходить. В перспективе это абсолютно бесполезное дело для осетинских экстремистов, и это провокации глобальной 20 века. Уничтожение шло с помощью регулярной армии ингушского народа. И через неделю, через 2 недели выяснится огромные жертвы со стороны ингушского народа. Огромные жертвы. Истребление народа. Притом то, что не было даже со стороны фашистов. Об этом надо прямо сказать и заявить всему миру. Я считаю, что осетинские руководители, осетины, которые верят своим руководителям, они окажутся в блокаде, духовной блокаде со стороны Кавказа и со стороны передовой демократической России. И они в этом убедятся.